Пациентам, которые находятся в реанимационном отделении перинатального центра, 2-3 дня от роду. Они появились на свет раньше срока, и в прошлом шансов на жизнь у таких малышей было немного. Но современные методы развивающего ухода, где учитывается даже интенсивность освещения и форма бокса-инкубатора, оборудование и персонал высокого класса, сделали спасение крошечных пациентов возможным. У нас интенсивная терапия нуждается в основном 80% это недоношенные дети, и остальные 20% это множественные пороки, потому что наш перинатальный центр работает при многопрофильной больнице, и, соответственно, помощь оказывается своевременно, потому что и хирурги рядом, нейрохирурги, урологи, кардиохирурги рядом находятся, и помощь оказывается на все 100%. Через отделение реанимации проходят сотни малышей. Кто-то рождается в центре под наблюдением врачей, кого-то привозят из дома. Нередки случаи, когда маленьких пациентов вместе с мамами везут из других районов республики. За прошлый год у нас 290 детей поступило. В основном это недоношенные дети. Они по разной степени тоже по весу. Бывают очень маленькие дети, меньше килограмма. И дети, такие уже побольше, основная масса, конечно. Но все они требуют нашей помощи, интенсивной терапии, ухода. Персонал максимально всегда должен быть готов к оказанию экстренной помощи. Сейчас непосредственно видите, как поступил ребенок, буквально минуту назад родился недоношенный. Сейчас ему оказывается помощь. Особая нагрузка в ежедневной работе ложится на медсестер. Они круглосуточно следят за недоношенными пациентами и учат молодых мам уходу за малышами. Помогли они и Ольге Спириной. Девушка приехала в Якутию из Красноярска, поездка прошла удачно, но малышка Эмма, появление которой ждали только весной, родилась раньше срока, с весом 1 килограмм 600 граммов. Мне все показывали медсестры. Там в реанимации показывали на первом этапе выхаживания, потом на втором этапе. Сейчас мама и дочь, которой на днях исполнился месяц, прошли все этапы терапии, и теперь врачи разрешили им лежать в одной палате. В нашем отделении применяется развивающий уход, то есть палаты для мам открыты 24/7. Сначала они обучаются уходу за детишками, а затем под контролем медсестры они фактически осуществляют уход за своими недоношенными детьми самостоятельно. Медсестра их обучает уходу первоначальному, кормлению, ингаляционной терапии. Самый сложный этап у маленькой Эммы позади. Она готовится поехать домой, где ее ждет старшая сестренка, папа и бабушки. А пока малышка делает первые самостоятельные успехи. Сегодня зонтик вытащили, будем сами кормить, кушать сама будет учиться. Да, сейчас первый день. После выписки у малышей и их мам впереди много радости и побед. А самую первую победу им помогли одержать медики перинатального центра Республиканской больницы номер 1. Анна Пшенникова, Артем Алексеев, Якутск.